Куча праздников ворот, праздник всем на удивление областного сверхзначения. Мы теперь не будем жить как раньше, ведь культуры нашей всей душой отмечать приехали с надеждой, с верой, с любовью день большой. Ведь явилось к нам подворье и сказки, все преграды на пути круша обретает жизнь иные сказки, если вся распахнута душа. С нетерпением ожидали сами, ну когда же, наконец, двери распахнется перед нами чувашское подворье. Добрый день и добрый час, мы не зря собрали вас, ведь сегодня всем на диво дверь откроем, ну красиво. Настало войти в новый дом, но глядите-ка, здесь какая-то преграда, ленточкой закрыта дверь. Как же быть-то нам теперь? Что? Подскажите, научите. Узел крепкий, развяжите. Что же делать? Как же быть? Надо ленточку растричь. Ну что ж, дорогие друзья, настало время нам ленточку перерезать. Это почетное право предоставляется временно исполняющему обязанности губернатора Ульяновской области Сергею Ивановичу Морозову. Нашему дорогому гостю, главе Чувашской республики Михаилу Васильевичу Игнатьеву, депутату Государственной Думы Российской Федерации Владиславу Александровичу Третьяку и инвестору строительства Чувашского подворья Владимиру Артемьевичу Федорову. Теперь внимание, он там камеры снимает, фотографию. Поднимите наверх. Поднимите наверх. Дорогие друзья, по старинному чувашскому обычаю при заселении в новый дом нам обязательно освящался священником, чтобы в доме царил мир, был добрый дух, счастье, лад и благополучие. Обряд освящения Чувашского подворья культурного комплекса «Национальная деревня» проводит митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков. Боже, Спасителю наш, изволивый под сень Закееву в нити, и спасение тому, и всему дому того бывый, сам и ныне здесь жить и восратевшие, и нами недостойными мольбы Тебе, моление приносящее, от всякого вреда соблюди невредимых, благословляя тех, где жилище, и ненавечен тех живот сохраняя, яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Твоим Отцем, и с пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Освящается дом сей благодать Пресвятого Духа, крапление воды сей священной, во имя Отца и Сына и Святого Духа. И вас всех. Дорогие друзья, сегодня замечательное событие в жизни народов Ульяновской области. Открывается Чувашское подворье, первое в замечательном проекте «Национальная деревня», поддержанном губернатором Ульяновской области и правительством Ульяновской области. Сегодня
несколько недель назад здесь еще шли отделочные работы полным ходом, а сегодня уже принимаем гостей. И все мы здесь собрались для того, чтобы отметить праздник нашей малой Родины. И особенно приятно, что на этот праздник приехали почетные гости. Мы приглашаем почетных гостей. Временно исполняющего обязанности губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова, главу Чувашской республики Михаила Васильевича Игнатьева, депутата Государственной Думы Российской Федерации Владислава Александровича Третьяка и председателя Ульяновской областной Чувашской национально-культурной автономии Олега Николаевича Мустаева. Слово предоставляется временно исполняющему обязанности губернатора Ульяновской области Сергею Ивановичу Морозову. Дорогие земляки, добрый день. Добрый день, дорогие гости нашего праздника, уважаемый Михаил Васильевич. Позвольте мне от имени региональной власти, правительства региона, от лица всех симбирян-ульяновцев, а также от наших многочисленных коллег из других национальных культурных автономий и национальных общественных организаций нашего региона, позвольте мне от себя лично, от председателя законодательного собрания, который вместе с нами здесь находится, поздравить нас всех с одним из самых ярких, самых важных с точки зрения и истории, и самобытности, и культуры событий, связанных с открытием Чувашского национального подворья в культурном комплексе «Национальная деревня». Очень приятно видеть здесь большого друга Ульяновского региона, моего личного друга, главу Чувашской республики. И, пользуясь случаем, я хочу в вашем присутствии искренне поблагодарить. Михаил Васильевич, спасибо тебе огромное за огромную любовь к России, за огромную помощь, которую и ты лично, и твои коллеги из органов государственной власти, за ту большую любовь, которая существует между народами наших территорий, потому что, не скрою, ты являешься примером для абсолютного большинства руководителей регионов нашей страны. И спасибо, что ты нашел возможность приехать к нам сегодня. Друзья, я, конечно, совершенно не оговорился, когда говорил о такой большой значимости этого праздника. Действительно, это очень важное, я бы сказал, действительно исторически знаковое событие. Знаковое потому, что Ульяновская область один из немногих, из наиболее многонациональных регионов России. На его территории проживают представители более 120 национальностей, для которых Симбирская, а сегодня Ульяновская земля стала родным домом. Домом, в котором представители всех национальностей и народов живут одной большой и очень дружной семьей. Воплощением этого большого многонационального дома и стал культурный комплекс «Национальная деревня», в котором будет представлена культура, традиции, быт всех народов, живущих на нашей Ульяновской земле. И очень приятно, что одним из первых здесь открывается именно Чувашское подворье. Я от души благодарю нашу областную Чувашскую национально-культурную автономию за по-настоящему огромную работу, благодаря которой стал возможен сегодняшний замечательный праздник. За то, что практически всегда именно ваша организация первая откликается на все региональные инициативы и добрые дела. Так было и со строительством подворья. Вы первыми завершили его строительство. Так было и с реализацией огромного количества интересных инициатив. И я благодарю представителей замечательной семьи строителей Федоровых, Владимира Артемовича, Артема Владимировича и Юрия Владимировича за плодотворное и многолетнее сотрудничество в области строительства. А также хочу поблагодарить всех тех, кто трудился, реализуя этот прекрасный проект. И, конечно, даже вот этих маленьких ребятишек, которые позволили нам войти на территорию этого подворья, разрезав эту замечательную красную ленту. Я очень рад, что по вашему примеру наконец-то началось строительство русского подворья. И искренне надеюсь, что в ближайший год мы также ярко отметим его новоселье. И я благодарю еще раз в присутствии нашего владыки, который только что сейчас
согласовал и таким образом утвердил проект нашего замечательного гражданина с большой буквы, несмотря на его пока еще юный возраст, Алексея Игоревича Пахомова. Алексей, спасибо тебе огромное. Дай Бог, чтобы тебя всегда сопровождали такие добрые дела. Дорогие друзья, в ближайшее время мы ожидаем также начала строительства татарского, узбекского, азербайджанского и других подворий культурного комплекса. Я уверен, что благодаря нашим совместным усилиям культурный комплекс «Национальная деревня» станет одним из самых любимых мест отдыха жителей и гостей города, центром проведения различных культурных мероприятий, площадкой для выступления национальных творческих коллективов и, конечно, искренне верю, что сюда будут приезжать молодожены, и именно здесь будут отмечаться национальные свадьбы. В национальных подворьях все желающие смогут познакомиться и с историческими, и культурными традициями разных народов, с особенностями домостроения, жизненным укладом и национальными костюмами. Без сомнения, национальная деревня Ульяновской области станет символом дружбы и единения народов Симбирского края. Я еще раз поздравляю всех вас с началом замечательного праздника. Желаю творческих успехов, удачных проектов, эффективного партнерства во имя дальнейшего процветания наших двух очень дружеских территорий – Чувашской республики и Ульяновской области. С днем рождения! С днем рождения, подворье! С днем рождения, замечательный город Симбирск, Ульяновск! Большое спасибо, Сергей Иванович. Слово предоставляется главе Чувашской республики Михаилу Васильевичу Игнатьеву. Другон Сергей Иванович, Хизеплетусе. Добрый день, глубоко уважаемый Сергей Иванович, дорогие друзья, земляки. Мне очень приятно находиться на Симбирской земле. Почему? Потому что на самом деле эта земля очень благодатная. Сергей Иванович уже возглавляет этот регион давно. Из депрессивного региона вывел практически динамично, инновационно развивающийся регион. И у нас регионы дружат, отношения у нас конструктивные, выстраиваются отношения на взаимовыгодной основе, на конструктивной основе между органами власти, между общественниками и между предпринимателями. И вот наша задача была, руководителей двух регионов, создать самую благоприятную, комфортную среду, чтобы наши предприниматели приезжали сюда, наши предприниматели здесь вкладывали средства без страха и создавали высокотехнологичные рабочие места. Ежегодно в Ульяновске открываются новые производства. Мы следим, оцениваем комплексно. Десятки миллиардов рублей вложено и иностранцами, и российскими предпринимателями с одной единственной целью, чтобы молодые граждане России, молодые предприниматели могли самореализоваться, создать высокотехнологичные места. От высокого производительного труда, конечно, повышается уровень заработной платы. Я сегодня еще раз хочу подчеркнуть, вот наши предки передавали нам прежде всего духовные ценности, нравственные ценности, общесемейные ценности. И то, что владыка сегодня вместе с нами на открытии данного подворья, это тоже историческое событие. Потому что духовно-нравственная сила всегда заставляет человека или понуждает человека по зову сердца, по зову души делать только добрые дела, только благородные дела. От этой мощной созидательной силы, конечно, люди, любя свою землю, будут делать только благие дела. На самом деле, Сергей Иванович сказал искренние душевные слова. Я благодарен вам, потому что вы, когда я вступил в должность президента Чувашской республики в 2010 году, были моим учителем. Я сюда ездил учиться, общался с вашими членами команды. Это тоже было очень важно. И на самом деле, те обещания, которые мы даем перед своими жителями, а вы как губернатор Ульяновской области всегда эти обещания выполняете. Это очень дорогого стоит. Кто-то на самом деле высказывает добрые слова, кто-то просто политизируя отдельные ситуации, не хотят воспринимать то, что на самом деле сегодня Ульяновская область
регион среди других регионов Российской Федерации, динамично развивающийся регион. Но он как губернатор входит в число лучших руководителей регионов Российской Федерации. Поэтому так держать, Сергей Иванович. Команда ваша работоспособная. Полагаю, в перспективе, без агитации, избиратели сделают правильный выбор. Во-первых, проголосуют за тех реальных людей, реальных должностных лиц, которые на самом деле реальными делами делают свое дело. Спасибо, успехов, удачи! Несколько слов хочу сказать на чувашском. Разрешаете, да? Да. Вот я пиди баян саунада, меньше здесь, щак территории премеш губернатор инчен Черне Уирзабана. Икемеш шинзене вали педем майземду забана, щаганда пирен чаваш культуры не педем шинзене пухса хамар культурна, хамар челхене кадартмашкан. Вол чаваш халахи пуянлахи, чанагахта паянхи вахатра, щак ыры сене дуны пиде хаклай балади загалашу. Чаваш сем яланах ищен булна, возем пулдарулла, возем яланах Иван Яковлевич Яковлев, перед чаваш халах патриархи, мелле врентня, щав ыры сене малалат тасабурза, прибаренбе шагал калашса, камалдуим зене щеклезе, шаре юратса, ашамыр сене юратса, ырыранда ыры эсендума хужаще. Шағын бадаманын тавзымақ калашын, тавзымақи калашын. Олег Николаевича, пәдем чаваш халықне, шак шымбір шәрежінже бұрнаған сене бірне-бірі юратса, ыры эсендуза, Сергей Иванович, губернатор командинче пулнумайын, шанзадрады безир шидей сулдавы гайза, пәдемешле хавырзасы зене паянхи унын командишын баратыр дезе, шанзадрады езир шак Сергей Иванович пабірлешлезе, малала экономикана да пурнышайне де лайықлатны жевен, лайықлатса пыраса. Тавдаву сере, оны жыл зунады, варым күн жыл зунады. А в конце хочу сказать, на самом деле искренне благодарен всем тем, кто проживает на Симбирской земле, благодарен всем тем, кто на самом деле развивает реальный сектор экономики, благодарен всем тем, кто хочет в мире и согласии жить. Почему? Потому что многонациональный народ России, он настроен только на благородные дела, только настроен на победу. Мировая обстановка непростая, мы увидим через экраны, дети видят. И наша задача как раз на духовно-нравственных ценностях воспитать наших детей, чтобы они любили землю нашу, любили нашу любимую Россию, любили Ульяновск, любили Ульяновскую область и с соседями всегда жили в мире и согласии. Да здравствует Ульяновская область, да здравствует Ульяновск, да здравствует губернатор Сергей Иванович! Слава жителям Ульяновской области! Тут вот картина, сделали это наши художники Чувашской Республики для музея, для того, чтобы приукрасить одну из стен данного Чувашского подворья, я хочу вручить Олегу Николаевичу. Большое спасибо. Михаил Васильевич, слово предоставляется депутату Государственной Думы Российской Федерации Владиславу Александровичу Третьяку. Сергей Иванович, Михаил Васильевич, дорогие друзья, для меня большая честь сегодня от имени депутатов всех уровней поздравить с двойным праздником, праздник Ульяновской области и, конечно, открытие сегодня Чувашской подворье. Я хочу сказать, что действительно Россия объединяет многих людей разных национальностей. Но самое главное, что мы все в одной команде Владимира Владимировича Путина, и мы любим свою страну. И мы гордимся своей страной, как мы буквально недавно с вами гордились нашими олимпийцами, которые в трудных условиях все делали, чтобы наш гимн, наш флаг поднимался на Олимпийских играх. Хотя все делали, чтобы мы туда не поехали. И наших паралимпийцев не пустили. Я говорю это о чем? Говорю о том, что мы должны быть сильной нацией. Мы должны быть здоровой нацией.
И у нас есть пример нашего президента, который сам занимается спортом. И сегодня главная задача – это здоровье, чтобы здоровый образ жизни был частью культуры каждого нашего человека. Чтобы мы создавали условия, строили стадионы, спортивные площадки, вернули ГТО, чтобы мы действительно были сильной нацией, нас уважали. Я очень рад видеть моего друга. Мы как раз благодарю от имени Федерации хоккея, мы буквально год назад открыли прекрасный хоккейный комплекс у вас. Я вот он мне сейчас сказал, что действительно там мальчишки, девчонки, фигурное катание, хоккей занимают. Это очень здорово. Я еще раз хочу вас поблагодарить за то внимание моему виду спорта, который я всю свою жизнь посвятил. Большое вам спасибо и хотелось вам пожелать успехов, дальнейшего процветания наших соседей. Мы дружим и будем дружить, потому что все мы вместе. Все мы вместе, мы любим Россию, и мы сделаем все, чтобы Россия была самой богатой, самой дружной командой, которая объединяет нас Путин. Спасибо. Большое спасибо, Владислав Александрович. Слово предоставляется председателю общественной организации Ульяновская областная Чувашская национальная культурная автономия Олегу Николаевичу Мустаеву. Михаил Васильевич, Китеплев Назем. И перед вас тем дело калана сывулдар, асада мынашлы, вайлада хватла, ослы, эстень. Пурьенденде пулдарула ырыда баттыр, чавашхалы гедете яланах мухтанна. Хошпаришне галачи чаваш эстень был, чаваш пулдарула, никшанда каламас, чаваш был деланах маула булне. Чуваш всегда в атаке, надо будет, он притворит что угодно. И никогда не был предателем. Всегда впереди, правильно? Понимаете, еще в 19 веке открытие освещения зданий, благоугодных заведений было без нас, при помощи Ивана Яковлевича Яковлева. Мы начинали тут. Тогда не было делений ни в республик, ни субъектов. Была Симбирская губерния. И мы живем заветами Ивана Яковлевича Яковлева, выполняем его завещание. Одному никогда никому не удается притворить такие огромные поставленные задачи и притворить в жизнь. Наша команда, это тут присутствуют все представители, руководители всех национально-культурных автономий. И мы знаем, мы одной команде с нашим лидером всех национальностей нашего региона Сергеем Ивановичем Морозовым. Вы это все чувствуете и знаете, понимаете. Шамбада Епкалашин, вунзакрым числа силгарза сидеть. И бир перле булза, пер сасла, хамыр халықшын, хамыр халық малашлық езін лайық бұрын чердесе. Чун дуемебе, пирен хамыр чавасем жен, малашлық жен, кам ырыду забарат, фунжин зазаламала. Межендеесен, епхамда Сергей Иванович Морозовын шамна чинны. А приезд главы республики, это мы понимаем, что у любых национальностей, не только у чуваш, для дружбы, для претворения в жизнь благих намерений не существует в России границ. Мы в единой семье многонациональной, около 200 народностей живут на земле нашей многонациональной России, во главе с Владимиром Владимировичем Путиным, все вместе в единой семье, с единой Россией докажем, когда цабаратпар, Шидет Суйлавра и бир хамр милле матурда тербели халық полне. Сегодня вы присутствуете на историческом событии, и мы делаем историю. Давайте будущую историю создаем правильно. И, как Сергей Иванович говорит, только не было вперед, на высоком полете, на взлете, чтобы мы были все национальности нашего региона. Уявья тебе. Большое спасибо, Олег Николаевич. Уважаемые гости, спасибо за добрые и теплые слова. Открытие Чувашского подворья – событие важное не только для Чуваш, но и для всех жителей Ульяновской области. День открытия Чувашского подворья с нетерпением ожидали все. Национальная деревня станет любимым местом отдыха жителей и гостей города. И в нашем подворье гости и жители области смогут познакомиться с историческими культурными традициями. И появление – это, конечно, историческое событие. Наши слова признания тем, кто пришел к нам на праздник. Спасибо всем, кто строил это подворье. Спасибо всем, кто в этом помогал. Дорогие друзья, прямо сейчас для торжественной церемонии передачи ключа, символического ключа, хозяевам Чувашского подворья приглашается Владимир Артемьевич Федоров. Подворье нам открыло дверь. Взрослые и дети радуются. Весь наш Сибирский край. Дорогие друзья, приглашаем вас пройти в старинный чувашский дом, этнографический музей. Добро пожаловать, дорогие гости!
Чувашский трикотаж славится во всем. Спасибо огромное. Похорбирная сапка, вот эта колыбелька старинная. А прям откуда старые, разобранные, да? Вот это настоящая стена чувашского подворья, которая была. Она такое не умеет прячься, не умеет, а умеет вышивать. Вечером вышивает, крестики вышивает. Такая молодая. Монеты натуральные. Не замужние. Нет, мы воспитываем прекрасно. Из спортивного направления. Он все работает, это... Они говорят. Пойдем дальше? Пускай пойдет. Демографическое положение мы поправляем, у нас все прекрасно, все хорошо. Завтра наступает день. То есть вам не только процесс, но и результат нравится? Очень. Когда-нибудь еще у вас выиграем. Я знаю. Отец герой, 5 детей. Многодетный. Многодетный папа. Да. Смотри, сохранили даже швейную машинку. Мы и придем, вот там прядильщица сидит. Здесь мы там вышиваем, и сучим, и вяжем, и тоже деревенячим, и печем. Настоящие, самые-самые старинные. Ты ему сейчас 12 года. Или с резины делали, это самое, потому что качали же, я сам помню. Сестренка ухаживала и так далее. Вы, наверное, тоже так же были. Много. Было, наверное, и по 9, и по 10. По 5, и по 10, и по 15. Я сам вырос, нас было Больше 8. 6, наверное, должны были дети, да? Ведь? Вы выросли 7. Владимир Ильич, 10, жены 11. Вот мой отец. Я посмотрел. Меня у мамы. Мама моя 9. Менее 5 лет досчиталось полуленивая семья. Много детей. Ну вы шартану-то угостились. Спасибо. Тогда больше. Ну что, вы здесь? Одежда чувашская национальная. На этой показали там под эти школьников, неужели как не считать? Они считать не умеют даже как. Их умножали же, делили на эти счета.
Бюджет посчитывали. Adamı bilelim. Buradan. Мэнчинче, или там давай. Давай куда тебе. Давайте в середину тогда. Давай.